Нарушений среди предприятий розничной торговли Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми за последнее время не выявляло, сообщают в ведомстве. Сегодня потребительский рынок региона стабилизируется, и граждане это замечают. О ситуации с ценами в Ухте узнала Виктория Науменко. По информации сайта «Объясняем РФ», за последнее время офисная бумага подешевела на 30%, средства женской гигиены на 15%, дешевеет и бытовая техника, холодильники на 15%, стиральные машины на 20%. Как отмечают ухтинцы, снижаются цены и на продовольственные продукты первой необходимости. Так горожане обращают внимание на стоимость сахара. Даже те, кто поддался недавнему ажиотажу вокруг белого золота и запасся впрок. 100 рублей это уже упал, а так стоило 225. Я заранее закупила, поэтому на сахар пока жду снижения. Вчера это покупала я сахар 5-килограммовый, на руки отпускаю 5-килограммовые, 300, 340, где-то так. Есть и те, кто ко временному скачку цен на сахар отнесся спокойно и даже с юмором. Мы его килограммами не едим, поэтому раз в месяц, я считаю, могу себе позволить купить и за 140. Да ладно, переживем. Бабушка не унывает. Скоро крапива пойдет. Спасибо. Я приучена, я войну пережила. Я все уже пережила. Однако цены на отдельные продукты ухтинцев все же продолжают тревожить. Жалобы на горячую линию Федеральной антимонопольной службы и в городскую администрацию поступают. Взять вот даже фарш в этом самом. Он стоил 260, сейчас 300 с лишним стоит. Вся информация, поступающая в ФАС Коми, сводится и отправляется на федеральный уровень. И уже там анализируется на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства. По закону УФАС может вмешиваться в ценовую политику только в двух случаях. Если монопольную высокую цену устанавливает доминирующий хозяйственный субъект, который занимает более 50% рынка, например, федеральная торговая сеть, и в случае согласованных действий хозяйствующих субъектов. Тогда их проверяют на наличие сговора. На сегодняшний день среди предприятий розничной торговли подобных нарушений в Коми не выявляли. Однако контролировать ситуацию с особой бдительностью ведомство продолжает, в том числе активно взаимодействуя с местной администрацией. Мэрия проводит ежедневный мониторинг цен на товары первой необходимости. Это 47 наименований продовольственных товаров и 16 непродовольственных. Сбор цен осуществляется посредством телефонной связи, электронной почты и личным посещением специалистами администрации магазинов. Полученные данные по ценам заносятся в единую государственную систему АРМониторинг. Информация по проведенному мониторингу ежедневно направляется в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми и еженедельно по вторникам в прокуратуру города Ухты. Большая часть товаров на прилавках ухтинских магазинов привозные, и цены на них формируются с учетом отпускных цен поставщиков из регионов, откуда завозится товар. Это в повышении цен играет ключевую роль. Цены повышаются абсолютно во всех магазинах, потому что почти ежедневно повышаются цены поставщиков оптовые. Поэтому, к сожалению, даже с минимальной наценкой растут цены у нас. В настоящее время приняты все меры, чтобы сдерживать рост цен. Торговые сети увеличили отгрузку товаров повышенного спроса, на складах сформирован достаточный запас продуктов, поэтому о дефиците товаров в магазинах речи не идет. К тому же большая их часть на прилавках магазинов российского производства. Также продолжается работа по совершенствованию логистики поставок. При этом проверку в сфере оптовых цен Управление Федеральной антимонопольной службы по Коми еще ведет. И в случае выявления нарушений будут приняты меры. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.